С середины июня этого года жители Северной Осетии, которые управляют машиной с госномерами другого государства, будут платить штрафы за нарушение ПДД. Об этом сегодня говорили на круглом столе в правительстве республики. По словам специалистов, пока водителей машин с иностранными номерами штрафовать не могут, так как у них нет имущества на территории России, а также разрешения на долгосрочное проживание. Начальник ГИБДД Хасан Бекузаров отметил, что у силовых ведомств двух государств нет единой базы, поэтому нарушители, не граждане России, остаются безнаказанными. Было принято решение выработать алгоритм обмена информацией предположительно с середины июня этого года. Еще одна проблема. Жителя Северной Осетии лишили прав в России, а он получает новые в Южной Осетии. Сейчас этот вопрос тоже решаем. МВД соседнего государства направляет запрос в Россию о том, лишен ли водитель права управлять авто или нет. Только на основании ответа на этот запрос Южная Осетия вправе выдавать новый документ. Из 14 имеющихся в городе фонтанов в этом году были запущены только 6. Требующие капитального ремонта фонтаны представляют печальное зрелище. Жители улиц Владикавказской и Московской уже несколько лет наблюдают лишь пустые чаши сооружений, именуемых аллеей фонтанов. В нерабочем и загрязненном виде находится фонтан на проспекте Мира, который украшает величественный Нартсослан. Кроме того, еще в 2012 году мэрией было запланировано полностью заменить старый фонтан на улице Маркуса на новый так называемый Джаб-фонтан. Ну а пока он украшает город своей сухой неоновой подсветкой. Я вот сейчас с ребенком вышла погулять, очень хотелось, чтобы она и побегала, и свежим воздухом подышала. Мы все прекрасно знаем, что вода – источник жизни. Но, к сожалению, мы очень расстроились, когда подошли и увидели вот эту отвратительную картину. Мусор, вода аж гнилая, извините за это слово, но страшная картина, конечно. Я думаю, такого не должно быть в самом центре города. 45-летие творческой деятельности именитого музыкального педагога Аллы Газацевой отметили в Северной Осетии. В зале колледжа искусств имени Гиргиева собрались ученики, друзья и коллеги. В подарок Алле Алимурзаевне подготовили уникальный фильм о начале ее творческого пути, занятиях с учениками и о необычной энергетике знаменитого педагога. Ее имя знают по всему Кавказу и далеко за его пределами. Вместе с знаменитым трио «Амран» ее тепло принимали в Ницце, Каннах, Монако и Сан-Ремо. Среди учеников Аллы Газацевой немало ярких музыкантов. Один из самых известных выпускников – дирижер Большого театра Туган Сохиев. За многолетний труд Аллу Алимурзаевну наградили почетным дипломом, однако самый дорогой подарок – это любовь учеников и несмолкаемые овации. Это для меня настолько неожиданно, что я просто слегка в беспамятстве. Но как мы привыкли своих родителей слушать, мама мне сказала, после Бесланской школы я даже не закончила музыкальной, будешь поступать в училище искусств. Ну и вот так началась моя биография. И когда я начала преподавать, я поняла, что я уже ничего не хочу делать. Только этим заниматься, сменой декораций, людей, учеников, всего. С молодежью работать – это ж здорово. Финал открытого Кубка Северной Осетии по хоккею среди детей 2002 года рождения сегодня прошел во Владикавказе. Обладателем трофея стала владикавказская команда «Снежный барс». Оспаривать трофей хозяевам льда пришлось с Беркутом из Краснодарского края. В результате со счетом 4-3 победу праздновали барсы. Лучшим бомбардиром турнира стал игрок остинской команды Давид Хабалов. Победа далась барсам нелегко, но уже следующей осенью их ждут более тяжелые испытания. Владикавказские хоккеисты примут участие в чемпионате России зоны Юг. Их ждут встречи с опытными соперниками из Волгограда, Ростова, Краснодара и других регионов. В данный момент команда «Снежный барс» является одной из сильнейших на юге России команд. То есть ребята самая молодая детско-юношеская спортивная школа, но они уже добиваются весомых результатов, успехов. То есть уже наших мальчишек, некоторых из наших мальчишек пытаются приглашать другие клубы. Финал школьной лиги КВН прошел во Владикавказе. В решающей игре Северо-Осетинской лиги выступали 8 команд. Лучшей единогласно была признана сборная селения Октябрьского. Серебро завоевала команда из Моздока 220 вольт. Третье место у сборной школы «Интеллект». Судили юных юмористов известные КВНщики, певцы и спортсмены. Они отметили высокий уровень подготовки ребят. Уровень детского юмора в республике уже превосходит уровень взрослого юмора в республике, потому что, глядя на этих детей и на их результаты, вообще нетрудно сказать, кто есть кто, и даже не знаю, почему так, но дети сейчас намного лучше и сильнее шутят и выступают, нежели взрослые студенты.